Привет, подписчики! Сегодня мы в Дуванском районе на сырных полях снимаем тут клип. Пожар! Я нормально или нет? Мало, да? Мало, да. До этого было лучше. Нажми еще раз. Итак, в одном из этих котлованов, или как это правильно, кругляшков, вот этих, мы спрячем подарок. Ищите и этот. Переходите вот сюда. Ирина, стопни, пожалуйста. В Телеграме. Да, ищите. Началось все еще в марте, во время нашего первого знакомства с Ренатом, когда он нас встретил в Уфе. Мы только с ним познакомились, и он включил нам в машине этот трек «Урал Васиятый». И тогда это была даже другая версия, он длился, наверное, минут 5. И вот прям есть на видео, мы сняли этот момент, нашу первую реакцию. Мы такие в машине сидели, толпой нашей такие: «О, типа, это что за тема вообще?» Тогда просто мы все покрылись мурашками. И вот прям в тот момент мы даже уже проговаривали, каким должен быть клип. Уже тогда было какое-то понимание внутреннее, что это будет выверенная такая история с точки зрения композиции. Это будет какая-то симметрия, четкая геометрия. То есть это более такие плавные, выверенные движения. То есть, допустим, если сравнивать трек Хомай, клип, например, да, Юла — это такая живая, дышащая камера, такая супер поэтичная, то, что умеет Никита Буланов делать, то Урал Васиятый — это уже более выверенная история. И отсюда, наверное, и растут ноги у вот этой геометрии, у этих геометричных фигур, которые мы показали: треугольник, квадрат и круг. Еще тогда, в марте, когда Ренат включил нам этот трек, мы уже начали там думать как-то, да, что это может быть. Понятное дело, что не было тогда еще каких-либо разговоров о клипе, мы еще тогда даже первый-то клип не сняли, но уже появились какие-то предпосылки к тому, что это может быть. И реально сейчас вот уже наступил июль, и я понимаю, что то, что мы закладывали тогда в марте, первые мысли, которые появились, они вот сейчас уже воплотились в июле, когда мы сделали этот третий клип. И мне очень нравится одно из качеств ребят, это их гибкость, это их живость в том смысле, что они готовы к переменам, они готовы меняться. И как я уже сказал, что в изначальной версии трек длился около 5 минут, и в итоге за день до съемок, по-моему, 7 июля, Руслан мне скинул трек, радиоверсию, которая длится 3 минуты 21 секунду, по-моему. Хотя сценарий я писал на 4 минуты, на 4-минутную версию. И трек сам менялся где-то, наверное, 5 раз, то есть было 5 драфтов. И вроде бы это стресс, когда ты придумываешь на один хронометраж клип, да, когда ты знаешь, там, на какой секунде, какой будет момент, какая сцена будет, а потом тебе за день до съемок присылают другой драфт, вот поменялось все. И ты думаешь такой: блин, ну, вроде бы там запланировал по одному, а в итоге идет другое. Но мне кажется, наоборот, в этом даже плюс, что ребята готовы, они сами готовы к каким-то изменениям, они сами чувствуют, считывают что-то, что что-то нужно поменять. И то, как в итоге изменился трек, начиная с марта, как он в итоге в финальной версии звучит, это, конечно, очень круто. То, чего мне не хватало с точки зрения сценария, какой-то драматургии, оно появилось благодаря вокалу Адель. Благодаря ее вокальной партии там прям появилась такая нужная доля трагичности, трагизма, какой-то грусти, и это очень круто. И еще меня больше всего поражает, как звучит голос Адель. В нем есть там ее исходная живость, да, то есть ее голос красивый, он очень живой, он такой ранимый, такой тонкий какой-то, но при этом Руслан, я не знаю, как они это сделали, добавил какого-то металлического отзвука. То есть ты слышишь этот голос, и он как будто бы голос из механической шкатулки такой, знаете, который крутится, балерина такая. И вот у нее тоже бором, бором, это звучит. И он такой, ты вроде бы чувствуешь, ну, что это что-то живое, что это настоящее, а при этом в нем есть какая-то механика такая, какой-то, как будто бы какой-то искусственный интеллект. И это очень сильно цепляет, в этом есть какой-то магнетизм, даже на уровне звучания. То есть как это звучит, это уже цепляет, это уже вызывает мурашки. И потому визуально это хотелось сделать с тем же самым магнетизмом,
чтобы это был такой гипноз. И потому мы выбрали такой плавный, медленный наезд, что в целом садель очень круто работает, потому что у нее невероятная аура, невероятная харизма. Она очень сильно гипнотизирует. Это даже что-то на таком каком-то, не знаю, потустороннем, на каком-то сверхъестественном уровне. То, как она работает с камерой, как камера любит ее. И во время каждого нашего дубля, когда мы снимали эти медленные наезды, ты вроде бы уже все знаешь. Ты знаешь уже Адель, ты знаешь, как она там исполняет все это, да. Ты уже видел это несколько раз, но каждый раз, когда включается камера, идет команда, она начинает петь, и все, и ты завороженный смотришь. Либо там в плейбэк смотришь, либо вот в камере, и просто тишина повисает на съемочной площадке, и там все были загипнотизированы. Больше всего мне это понравилось, когда это сработало на Базуке, на нашем операторе-постановщике. То есть он ребят не знал. Первые 2 клипа мы снимали с Никитой Булановым, и вот пригласили Базуку. И он посмотрел первые 2 клипа, сказал там свои какие-то комментарии, сказал, что он хотел бы добавить, да, с точки зрения визуала, и там, ну, про ребят немножко дал свои комментарии. А потом, когда уже началась у нас съемка, мы снимали как раз самую первую сцену именно с Адель, именно вот этот вот гипнотичный наезд, камеру, и Базука такой, я вижу, как он прифигел, и такой думаю, да, прикольно. Как Адель это делает, это, конечно, невероятно, это очень Познакомившись с творчеством группы, я познакомился с легендами башкирскими, как раз таки про что пишет группа, про какие песни она поет. Это достаточно интересно, не знаю, это назвать мифология, не мифология. Интересно открывать для себя новое, даже вот через работу, просто когда ты сталкиваешься с этим в рабочих буднях, узнавать какие-то новые интересные факты, это было классно. Мы сели за раскадровку, раскадровали базовые какие-то самые важные сцены, обсудили принципы съемки, каким правилам мы будем двигаться, потому что я вот, допустим, любитель, когда мы заходим на какой-то проект, неважно какой он, придумать себе Библию, придумать себе сводку правил, по которым мы будем действовать. Что я имею в виду? Придумать себе правила композиции, как вот мы компонуем кадр. В этом ролике, допустим, мы можем вот так компоновать, а вот в Аюле там мы подумали, что мы можем работать в формате 4:3, потому что в основном у нас один герой в кадре, и вот эта лишняя информация слева и справа, она на самом деле нам не нужна. И почему бы не сузить внимание зрителя до формата 4:3, чтобы показывать только важные вещи нам, чтобы его взгляд ни на что не отвлекался. И мы придумали там композиционное решение для соединения всех 3 участников группы в одном кадре. Мы придумали несколько решений там допустим, по сцене с кругом, да, где она рисует мишень, мы там придумали кадр через стекло, придумали там такой кадр, такой. То есть мы придумали просто сводку правил, на которые мы будем опираться, чтобы строить нашу композицию. И после этих сводок правил мы поняли, что там будет статичная камера, да, либо небольшие наезды медитативные. Исходя из этого, мы уже понимали, как раскадровываться. Когда мы сели, начали читать там сценарий блоками, мы понимали, вот здесь надо так снимать, здесь так, и достаточно быстро разрисовались, как Бояр любит, он сам рисовал, и по классике там, я думаю, получилось 1 в 1, как мы рисовали. Это зачастую, потому что ни Бояр, ни я, ни фанаты не любим импровизировать на съемке сильно. Я больше там приверженник максимальной подготовки чтобы выходить на площадку и уже знать, что ты делаешь и как ты делаешь, чтобы не тратить время команды. Мы успели там, благо, в последний день проехаться, освоить все локации, чтобы понимать, как будем работать по свету, потому что в постановочной съемке, в художественной, очень важно расположение, если мы снимаем на улице, очень важно расположение солнца, потому что это ваш единственный яркий источник. Очень мало источников вообще в мире могут перебить солнце, а заменить его вообще не могут. В общем, вот, да, то есть, если я сказал про то, что мы придумали Библию, по которой раскадровались, ну, по факту не Библию, а визуальный язык, да, для этого клипа. Он там не супер сложный, но, тем не менее, каждой работе его нужно придумывать. Приезжая на первую смену, мне приходили смс-ки, да, мне МЧС присылает смс-ки, что будет очень сильные грозы, ливни. Только приехали на локацию, вышло солнце, причем с облачками, как надо, прям как заказывали. И было очень фактурное небо, при котором мы весь день работали, и оставшиеся 2 дня вообще было безоблачно, солнечно, никаких вообще намеков на плохую погоду, поэтому Башкортостан нас вообще встретил прекрасной погодой, и это было замечательно. То есть, что касаемо погоды, она нам вообще ни капли не мешала, прекрасные закаты ежедневные, невероятно красивые, которые мы успевали снимать там, да, все 3 дня. За это, конечно, большая благодарность Башкирии и ее погоде.
что-то мы там нашаманили, короче, что нам повезло. И этот клип должен был случиться таким, какой он случился. И Алина, продюсер, очень ей за это большая благодарность, реально подключила и нашла всех самых лучших людей, которых можно было найти в тот период. И это были реально самые лучшие специалисты, и мне с ними было комфортно работать. То есть и Фокус Мех, и Гафер. Это было просто комфортно. Она собрала технику, которую я просил, все очень хорошо отрабатывала. Ну, в целом, сама группа тоже кайфовая. То есть мне очень понравился трек, удивительный. Часто, когда тебе предлагают снимать клипы, тебе не очень нравится там музыкальное произведение. И ты как бы делаешь работу свою, ну, потому что не обязательно она должна нравиться. Ты как бы просто профессионал, ты должен выполнять свою работу. Но здесь совпадение, мне очень нравился трек. Он достаточно хитовый, он интересный. Ребята, группа прекрасная, просто они офигенно исполняют свои композиции, пишут хорошую музыку. И было, да, приятно просто под это работать. Одной из главных задач, которые поставили ребята перед нами, то, что клип должен сниматься в Башкортостане. И вроде бы ты думаешь о том, что это может быть проблемой, потому что первый клип снят в Башкортостане, да, там локации все топовые были заявлены. Второй клип Юла тоже снимался в Башкортостане частично. Вот, и ты думаешь, ну, чем-то еще нужно удивить, что-то новое показать. А на самом деле с этим нет вообще никаких проблем. Начиная с организации, Башкортостан, мне кажется, один из самых топовых регионов у нас в стране в плане кинопроизводства. Тут все очень хорошо организовано. Огромное количество, насколько я знаю, разных сериалов, фильмов приезжает в Башкирию, каждый год снимается. И потому здесь очень много специалистов, очень классных. Их просто огромное количество. И Алина один из самых сильных продюсеров, с кем мне доводилось работать. Она очень мощная, и все ребята это отмечают, ее уровень, то, как она работает. Она постоянно присылала каких-то специалистов. Вот еще есть такие ребята, вот еще есть такие. И ты просто смотришь, да блин, ладно, вроде бы уже должны закончиться специалисты, а их огромное количество, и они все классные. И это в производственном смысле отражается, потому что очень много ребят, которые прям горят своим делом, любят свою профессию, и это профессионалы. То есть это не какие-то там фрилансеры, которые там, да, творческие ребята, а это именно люди, которые этим зарабатывают. То есть это профессионалы, кинематографисты. И это очень кайфово, работать в таких условиях, когда у тебя профессиональная команда, когда у тебя каждый человек знает, что он должен сделать. Это, конечно, очень круто. И очень классно при этом работает их вовлечение, то, как они сами, каждый из них вовлекается, как каждый из них сам относится к делу. Это очень круто. Когда там, не знаю, художественный департамент, когда художники там быстро выкапывали эти колосья с дерном вместе, чтобы закрыть эту тропинку, которая у нас была. Они просто обливались там потом, нам нужно было успеть, пока солнце садится, все это сделать. Как все это делалось, там, не знаю, Юля, которая отвечала за реквизит, как она там все готовила, как они рисовали красками на этом стекле. По первым клипам Алия Байрамгулова какие невероятные нам локации сделала. И здесь мы поработали с новым художником, с Кириллом. То, что он сделал с этим зеркальным матом, с этим покрытием, с колосьями, ну, это очень круто, только в восторге. И то же самое можно сказать и по самим ребятам. То есть какое богатство в виде их творчества, да, музыкального дают сами ребята, как они сами рассказывают про свою культуру, про свой эпос. Это невероятно. И то же самое по людям. Мы думали, что, ну, каких еще героев найти в Башкортостане, а их оказалось огромное количество. И эта идея, то, что мы покажем 3 истории, да, вот мы взяли за основу 3 фигуры геометричных и покажем 3 истории. Это борцы, это дрессировщица лошадей и это лучник. И тоже эти люди, каждый из них просто невероятные профессионалы. Начиная от Оскара, который занимается традиционной стрельбой из лука, который делает все это трушно, ортодоксально. Вот посмотрите крупный кадр с его руками. И какое же было удивление, когда оказалось, что он педагог, он занимается с детьми. И у него прямо в поле, скажем так, в полевых условиях есть свой лагерь, где он каждое лето принимает детей на смены. И там у него такая Спарта. Он воспитывает пацанов, настоящих башкир, обучает их традиционным видам спорта. Они у него и скачут на лошадях, и стреляют из лука. Это очень круто. То есть я был просто в невероятном удивлении, когда узнал, чем он занимается, какой он сам, какого он уровня, как он это делает. Это, конечно, очень круто.
Таня, дрессировщица свободных лошадей, тоже просто невероятная. Когда мы готовились к этим съемкам, я думал, ничего не может быть хуже, чем то, что мы придумали. Съемка под открытым небом, натурные локации, да, мы зависим от погоды, и не дай бог будет дождь или что-то еще, и плюс съемка с животными, лошади, и ты такой думаешь, блин, а если что-то пойдет не по плану, то все. А в итоге это были чуть ли не самые легкие съемки. Снимать дрессированных, умных лошадей — это что-то невероятное. То есть мы там буквально, ну не знаю, по 3 дубля на все делали, и лошади, то, что Таня делает со своими лошадьми, это что-то невероятное и очень крутое. И вот это вот разнообразие людей, богатство вот на таких вот уникальных людей, оно как будто бы и передается и на природу, или наоборот идет от природы. Какая невероятная природа в Башкортостане, это тоже отдельного упоминания заслуживает, что визуально мы хотели передать. Вот мы взяли за основу эти фигуры геометричные, и мы берем там 3 героев, да, рассказываем эту историю. По смыслу мы все это распределяем. И точно так же по локациям. Нам нужны были треугольные локации, круглые локации и квадратные. И все это мы, конечно же, нашли. И поля, и горы, и эти невероятные карстовые провалы. Это какой-то космос. И я думаю, что как раз-таки нам очень сильно повезло, что Башкортостан богат людьми, богат природой, и главное богатство — это группа Юла. Это, конечно, кайф. Сказать про сценарий. Когда мы готовились к 3-му клипу, мы созвонились с ребятами, и мы проговорили целых 2 часа. Ровно 2 часа был разговор, на протяжении которого ребята говорили мне, что они хотят, каким должен быть клип, что им нужно. И мы все время, они говорили, там Руслан, Ренат по очереди. И среди прочего они сказали, что нам нужно, чтобы смыслы, которые мы закладываем, вот именно Урал Васияты получился таким клипом, где очень много пишут в комментариях про смыслы, разбирают там эти все метафоры. Хотя мне кажется, что все-таки Хомай, он гораздо богаче вот по тем заложенным смыслам, которые мы там оставили. Вот, там очень сильный финал с этими отражениями и очень много образов, в которых зарыты наши смыслы. И там, ну прям весь клип Хомай, он вот именно про Урал-Батыр, вот именно про эпос, про его содержание. И он содержательно для меня богаче даже. Но получилось так, что именно в Урал-Васияты почему-то люди больше находят, больше считывают. И это как будто бы как раз таки то, что и хотели ребята. Они говорили в созвоне, что нам нужно, чтобы этот клип показывали маленьким детям, первоклассникам, и им все было понятно. Вот на таком уровне. И когда они это сказали, я такой, ну окей, тогда это должны быть просто 3 геометричных фигуры. Треугольник, квадрат и круг. Это детские игрушки. Вот каждый ребенок, там все какие-то развивашки, они именно на этом строятся, да, когда нужно там складывать кубики, не знаю, рисовать там, и вот это все строится на этих 3 фигурах. И как будто бы мы все наши глубокие смыслы, все наши метафоры должны как раз заложить в эти фигуры. И отсюда, собственно, все и строится. Вот 3 фигуры, 3 героя у нас, борцы, дрессировщица, лучник, да, 3 героя в группе, да, собственно, 3 артиста, и они на 3 локациях, которые, опять же, продолжают идею с этими 3 фигурами. Все супер просто, все очень лаконично, и как раз таки с оператором-постановщиком, с Базукой, мы, ставили задачу эту лаконичность и эту простоту передать в визуальной картинке, и потому у нас супер спокойная, очень выверенная камера. Если Хомай и Юла, они такие дышащие, живые, такие творческие клипы, то здесь они математически точные. И мне очень нравятся эти медленные наезды, спокойный такой темп. И если, допустим, Хомай трек, он такой живой, он как бы сам по себе требует такой живой дышащей картинки. Юла — это, допустим, такой темп, да, там Юла, тут Юла, то есть он такой какой-то с масштабом, там хочется вот так вот петь с открытой грудью, вот такой вот, да, там речитатив такой у Рената, когда он читает свой кусок, он такой темповый, там тоже куда-то нужно идти, куда-то двигаться, то Урал Васияты — это такой марш уже более, это марш, это такой темп, где нужна вот выверенная картинка, и потому, клип, собственно, он вот так вот выглядит. Что еще? По смыслам. Я не знаю, нужно ли, наверное, это самое такое последнее дело, когда режиссер должен объяснять смыслы, потому что мне нравится, когда каждое произведение рождается 3 раза, изначально в голове, да, когда появляется замысел, когда появляется концепция, сценарий.
Второй раз он рождается, когда начинается реализация, когда подключаются другие люди, другие специалисты, художник по костюмам, художник-постановщик, оператор и так далее. И начинается уже реализация вот в материальном, когда случается клип. И третье рождение — это когда зрители начинают смотреть. И здесь самое кайфовое. Мне очень нравится читать все комментарии, что люди думают, как они считывают. Кто-то, наоборот, что-то еще сверху накидывает, и такой думаешь: вау, прикольно. Какие-то такие смысловые вещи новые появляются, которые ты вроде бы не закладывал, а они там есть. Вот. Это самое крутое. Единственное, что хотелось бы сказать, сейчас немножко длинно скажу, Чина, если что, порежешь на монтаже. Есть такая притча про бабочек в джунглях Амазонии, когда тропические бабочки пьют слезы черепах. И все ученые, интернет очень долго бился над этой загадкой, почему бабочки пьют слезы черепах. Есть прям такое видео в интернете, когда стоят черепахи такие, сидят, и к ним слетаются стаи бабочек, садятся им на глаза и пьют их слезы. И это была одной из главных загадок, и в этом крылась какая-то такая природная взаимосвязь, когда разные существа могут помогать друг другу, такая взаимодополняемость природная. И вот все бились над этой загадкой, почему бабочки пьют слезы черепах, но никто не задумывался о том, почему плачут черепахи. Вот, и здесь как будто бы то же самое. Люди очень много думают, типа, и что, он попал или нет стрелой, куда попала стрела. Я думаю, что он промахнулся, или я думаю, что он, наоборот, ранил, судя по этому вздоху. А здесь как будто бы это не важно, то есть не важно, куда он попал. Первичнее, наоборот, сам акт этого, что она поднимает эту мишень, что она добровольно становится этой мишенью, готова открыться, готова к этому удару. И он готов и боится сделать этот выстрел с закрытыми глазами. Вот основная идея, она здесь, что не имеет смысла итог, чем все завершится, а имеет смысл сам акт вот этого вот доверия. Это про любовь, а эпос Урал-Батыр, ну, по мне, да, он там о противостоянии добра и зла, да, он рассказывает историю Урал-Батыра, о его подвигах, о его пути, но как будто бы за основу там вот лежит именно эта добродетель, которая основывается как раз таки на любви. И вот главный посыл Урал-Васияты — это вот любовь, что по-настоящему ранить тебя может любящий человек. И по-настоящему открываешься ты и доверяешь именно тем, кого ты любишь. И вот насколько ты готов открыться, насколько ты готов довериться, вот в этом вот смысл. Что еще? По борцам и по мату, да, как будто бы там все очень понятно. Этот кадр родился, когда я искал информацию в интернете, я смотрел какие-то фотографии про борьбу национальную, куреш, и вдруг увидел фотографию где-то в сообществе ВКонтакте. Она очень плохого качества, такая мыльная, нужно ее найти, чтобы показать. И там на земле лежал синий мат, такой дешевый синий мат. У меня все время почему-то борьба была связана с кругом, потому что вот на соревнованиях ты смотришь, и борцовский мат, он круглый, да, там вот эти вот зоны, она очерчена кругом. И я пытался найти квадрат, то есть у нас был там треугольник четкий, да, у нас была там мишень круглая, вот, а не было квадрата. То есть было там понимание, что поле квадратное может быть, а какой еще квадрат нам найти. И вот я случайно увидел этот квадратный мат и такой: о, круто, все. И этот квадратный мат можно постелить на земле, вот в чистом поле таком, и все, и будет красиво. Потом уже появились там, что ты срываешь кожу с этого мата. Когда мы разговаривали с художником-постановщиком, с Дашей, я отправил драфт сценария, она как фокус-группа, и она как раз таки дала эту идею, что мат — это как земля, и ты сдираешь кожу с этой земли, вот, и тогда пришел: вау, круто, что действительно ты сдираешь кожу, а там оказывается это зеркальная поверхность, и оказывается вся эта борьба, она происходила на зеркале, то есть ты боролся сам с собой, по сути, да. Ну и это как будто бы очень просто, это считывается сразу же. Очень ценно, что в третьем клипе как будто бы вся наша работа, наша трилогия клипов, она как раз таки шла к третьему клипу Урал-Васияты, что в первом клипе Хумай как будто мы друг к другу присматривались, это была такая притирка. В Юла мы добавили масштаба,
то, что мы делали в первом клипе, когда мы лезли там в горы, когда мы ловили рассветы, торопились куда-то к источникам, да, это как раз-таки масштабировалось во втором клипе. То есть мы лезли в горах в Якутии, в Казахстане, в этой пустыне 30-градусной, это все терпели, и это классно сработало во втором клипе тоже. И третий клип, он уже был таким апогеем, когда мы уже узнали друг друга, когда мы уже узнали, кто как работает, мы познакомились, и как будто бы третий клип как раз-таки был неким завершением нашего знакомства. И очень классно удалось поработать на третьем клипе с костюмами. Я прям очень доволен именно по костюмам, потому что в первом клипе это были все равно некие компромиссы, мы очень сильно торопились. Да, я очень доволен тем, как там все выглядит. В Юла то же самое, была спешка, там чуть ли не за неделю, по-моему, были сделаны костюмы, всего лишь за неделю. А в третьем клипе уже получилось поработать основательно. За 3 недели была проведена работа. И то, что сделала Касатка и ее департаменты, это, конечно, невероятно. Как они смогли подготовить 4 образа, а если считать еще и героев, то это 7 образов, да, за такой короткий срок, это очень круто. Я так балдею с образов Адель, какими они получились. Когда Касатка придумала в 3-м образе для Адель, когда она будет сниматься вот с этой мишенью, да, у нее такой тонкий, такой женственный образ. Если вот ее первые 2 образа, белый и черный, они такие очень волевые, очень сильные, она такая принцесса-воин, то 3-й образ, он очень нежный, он такой ранимый, какой она и должна быть с этой мишенью. И там она придумала эти красные висюльки такие, которые вроде бы ты смотришь, и костюм он как бы выглядит, ну, не очень таким симпатичным, скажем так. Но он работает именно вот на образ, на художественную задачу. И потом, когда это удалось сметчить, уже мы в кадре смотрим, я вижу эти красные висюльки свисающие, когда она поднимает мишень. И я понимаю, что это очень классно мэчится с тем, когда герой, борец будет пить кровь, и у него стекают эти линии красной крови по его груди. И у Адель эти красные линии тоже. Я такой, блин, как это кайфово. И это очень круто. Основную задачу я поставила перед собой — работать только с башкирскими дизайнерами и мастерами. Для Рената и Руслана я не хотела убирать эту мужественность и в каком-то роде дикость. Основная цветовая гамма у группы — это черный и бордовый, поэтому и костюмы для клипа были в этих тонах. Над камзолом совместными силами с ателье Сарби создавали поэтапно каждую деталь. Стоячие плечи с башкирским орнаментом, которые традиционно носили мужчины. Ленты, которые повторяли предыдущие жилеты. На них вручную пришивались детали, полудрагоценные камни и бисер. Девочкам пришлось брать дополнительные смены, чтобы успеть к датам съемки. А вот рубашки были полностью традиционные. Кстати, орнамент на рубашке совпадает с лентами для пояса и рукавов Адель. Незаменимый вклад внес Ильдар Заганшин. У меня была задумка сделать кожаный жилет, который можно трансформировать в верхние слои детали более мужественными и четкий силуэт. Эти своего рода портупеи-подтяжки крепятся на ремень с состаренной бляшкой, а нижний слой — это защита бедер, как амуниция для воинов. Главный акцент — это традиционное украшение зерцала. Рафаэль вручную чеканил каждую линию и фигуру. Кстати, и он же делал маску для лучника. А вот она была одной из самых важных и тяжелых деталей в клипе. Продумывали мы вместе и с Бояром, и с Рафаэлем. Честно, вдохновлялась я брендом Schiaparelli. Ну и, конечно, образы для Адель требуют отдельного масштабного фильма. Каждую деталь, вплоть до украшений на косах, я поэтапно продумывала. Было максимально важно, чтобы Адель могла без дискомфорта двигаться не только в клипе, но и на сцене. Мне до сих пор хочется делать ее неповторимый стиль. И в каждом клипе он все больше начинает раскрываться. Белый образ сделан из тонких воздушных тканей. Это переосмысление платья Хомай. В поиске украшений я прошерстила весь интернет, но мне ничего не нравилось. Не было вот этого внутреннего «ах». Случайно начала из одной ссылки переходить в другую, и вот они, треугольные сережки с башкирскими дамги. Кстати, на косах были перья. Это некая пасхалка на первый клип. Все эти 3 образа подчеркивают характер и глубину Адель, ее женственность
и утонченность. Мне очень нравится, что мы придерживаемся единого стиля, визуального, технического, как по монтажу, по саунд-дизайну, по дизайну титров. Это очень круто. Так, чтобы рассказать про монтаж. Посмотрим таймлинию. Когда мы только начинали работу над клипом, Боярд прислал мне референс того, как он видит начало этого клипа. На основании этого референса мы сначала сделали вот такое вот вступление. То есть у нас сначала титры наступали на нас. Выглядит симпатично, но по какой-то причине мы решили от этого отказаться, и вступление у нас теперь вот такое вот. На посте у нас работали очень крутые специалисты, такие как Алдар Загдаев, Аюр Халтуев и Игорь Макаров. Алдар просто спец с огромным опытом, он сделал офигенное вступление, которое сразу цепляет. Аюр очень талантливый дизайнер, сделал нам очень сильные титры. И Игорь, сам дизайнер просто от бога. Просто послушайте, как звучит этот клип, это просто что-то нереальное. В этот раз титры получились геометричными и яркими. Все потому, что тема клипа крутится вокруг 3 геометрических фигур: круг, квадрат и треугольник. Поэтому мы хотели отразить это как-то в шрифте. И в названии самой группы Эйола, в конце слова Йола, есть эти 3 фигуры. Поэтому вся типографика начала строиться от этих 3 букв. То есть сначала были отрисованы O, L и A. И мы хотели сделать в этот раз графику более четкой, но все равно с какой-то долей рукотворности. И мы соединили идею рукописного шрифта из первых 2 клипов и геометрию, такую чистую геометрию, которая нужна нам для нового видео. И получилась идея чертежа с линиями построения, плюс такого затертого чертежа. Мы отсылаем, когда мы разрабатывали, мы отсылались к эффекту потертой футболки, когда на ней может быть какая-то четкая графика, но при этом спустя время она вот такая затерлась, то есть и ощущается живой. Для цвета был взят яркий красный, который как раз указывает на акцентный цвет в самом видео. Это красный цвет, который появляется несколько раз. И, собственно, он взят из фрагмента с красной жидкостью. Так, теперь про первый кадр с Адель. Адель просто прекрасно работает на камеру, ее камеру просто обожает. И с ней почти не возникало никаких проблем на монтаже, потому что все кадры просто шикарные. Я бы сказал, просто идеальные. Хотя была одна проблема на монтаже, это выбрать самый красивый кадр, потому что из всех вот 12 дублей они все отличные. Но вот мы остановились на этом. А вот с борцами уже было посложнее. Там все кадры плюс-минус одного плана, и все они довольно-таки длинные. И склеивать такие кадры между собой непросто на самом деле, потому что переходы могут резать глаза. Вот. Чтобы не резало очень сильно, мы решили добавить вот такой вот переход. Потому что без этого перехода не очень выглядит. Сначала у нас склейка была без геометрических фигур, но мы решили добавить фигуры. А вот с кадры дрона, где борцы, заняли у меня очень много времени. Вот здесь, например, была дорожка. И ее нужно было спрятать. Что сделать такой маленький клинапчик, чтобы все было плюс-минус чисто. Чтобы не было, в общем, лишнего визуального шума, чтобы зритель не отвлекался на это, а все внимание сосредоточил на борцов. Вот и таких кадров у нас на самом деле много по клипам. Сейчас посмотрим дальше. Дальше второй кадр с Адель. На самом деле все кадры с Адель мои любимые, потому что их не хочется перебивать совсем. Вот вы можете заметить, что второй ее кадр и первый кадр, они очень длинные по сравнению с другими. Потому что Адель обладает какой-то своей магией, ее совсем не нужно перебивать. Она затягивает зрителя внутрь экрана, гипнотизирует будто. Дальше кадр с волчицей. Это был один из самых запоминающихся моментов съемок, мне кажется. Потому что волчица была просто невероятной. Ее зовут Кира. Просто представьте, мы всей командой, мы всей съемочной группой выли на фоне заката под звуки курая, чтобы волчица завыла вместе с нами. Это было что-то невероятное, что-то магическое просто. Что мы тут делали? Я тут делал клинап. Я выбирал ошейник. Но я, к сожалению, не успел убрать поводок. Остался у нее поводок. Малозаметный. Я думаю, вы его не заметили.
Вот этот кадр, расскажу о нем тоже. По идее, у нас на этих стойках должны сидеть птицы. Но на постпродакшн было слишком мало времени, поэтому я тупо не успел их сделать. Я с этими птицами настрадался на первом клипе. Их там было, по-моему, 6 или 7 птиц. Тут их было 2. Не успел сделать, но я их так сметил сейчас. По задумке у нас все должно было выглядеть вот так вот. Вот эта птица, кстати, настоящая. А вот эта птица сгенерирована нейросетью. Это заметно, да. Дальше особо сложностей не возникало. Ну вот здесь вот. Здесь у нас был тоже клинап. Тут я замазывал швы. Вот эти вот швы. Ой, также у нас тут был клинап. Тут его достаточно много, потому что на заднем фоне мелькали столбы, провода. Это пришлось убирать. То есть, да, вот можно заметить, они вот тут были. Все их мы убрали. Ну концовку мы очень быстро собрали, мне кажется, за полчаса где-то. Что концовка очень красивая и одновременно простая. Это вот сейчас таймлиния выглядит вот так вот просто. То есть все в одну линию. И изначально она выглядела вот так. То есть для упрощения работы я спустил все в один слой, грубо говоря. В целом, особо сложного монтажа тут нет. История очень красивая. С ребятами работаем уже 3-й раз. Все очень нравится. Ребята прекрасные люди просто. И Руслан, и Ренат, и Адель заряжают постоянно своей энергией. Ребята очень веселые, энергичные. Очень нравится с ними работать. Вот уже у нас 3-й проект общий. Мы с ними уже большие друзья. Всей нашей команды. И вот с ребятами. И, надеюсь, дальше еще поработаем. Сейчас уже мы ведем переговоры, начинаем уже подготовку к 4-му клипу. И я не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, то, что уже сделано, я очень этим доволен. И я невероятно благодарен ребятам, во-первых, за их творчество, за ту музыку, которую они создают, за тот материал. Это супер ценно. И все началось вот с этой мечты. Когда я в первый раз это увидел, мне прям захотелось это сделать. Это то, что я хочу дать этому визуальное воплощение. Я хочу показать это. И прошло 4 месяца, это было в марте, когда я в первый раз им написал. И вот июль, у нас уже снято 3 клипа. И я такой, а вот то, что я закладывал, оно же получилось. Вот действительно, я хотел вот так вот показать, и оно вот так вот воплотилось. И это очень круто. Это вызывает такую зависимость, тебе хочется всегда так. То есть то, что ты запланировал, то, что ты задумал, оно вот так и воплощается. Собирается огромное количество специалистов, огромная команда, невероятных каких-то фанатиков, и это все реализуется. И я такой, неужели так бывает? И это, конечно же, очень большая благодарность Вселенной, всем людям, которые окружают, группе за то доверие, с которым мы работаем, как они нам доверяют, как они слушаются, прислушиваются ко всему, что мы их просим сделать. Иногда где-то даже испытывая испанский стыд, там, когда они открывали эти сосуды на клипе Юла. И доверие сейчас колоссальное, и это очень ценно и очень круто. Пошла наш ул васият, Урал батыр кылдырган, Йолалардан асыл